родней, чем облик твой в сиянии лучей. Удмуртия, земля моя, я твой, и разумом, и сердцем, и душой. Навсегда, навсегда, навсегда. Ты одна в моем сердце всегда. Навсегда, навсегда, навсегда. Родина моя, Удмуртия. Ты любовь моя, Удмуртия. Ты судьба моя, Удмуртия. Здесь мой дом родной, моя семья. Родина моя, Удмуртия. Ты любовь моя, Удмуртия. Ты судьба моя, Удмуртия, вместе со страной Удмуртия. Ты ворот, ты студент, ты спортсмен, ты ученый и бизнесмен. Цель у нас неизменно одна, чтоб всегда процветала страна. Чтоб земля утопала в садах, чтоб неба голосились поля, чтобы звездам могли взлетать, и чтоб с гордостью могли сказать, чтобы звездам могли взлетать, и чтоб с гордостью могли сказать, Родина моя, Удмуртия, ты любовь моя, Удмуртия, ты судьба моя, Удмуртия, здесь мой дом родной, моя семья, Родина моя, Удмуртия, ты любовь моя, Удмуртия, ты судьба моя, Удмуртия, вместе со страной Удмуртия, Родина моя, Удмуртия, ты любовь моя, Удмуртия, ты судьба моя, Удмуртия, здесь мой дом родной, моя семья, Родина моя, Удмуртия, ты любовь моя, Удмуртия, ты судьба моя, Удмуртия, вместе со страной Удмуртия. Dzień Buresz, Gażanoś Jos. Добрый день, дорогие друзья, наши соотечественники, уважаемые гости. 4 ноября мы празднуем День народного единства и 96-летие со дня образования государственности Удмуртии в составе Российской Федерации. Сегодня в торжественной программе принимают участие глава Игринского района Татьяна Юрьевна Чуракова, Депутат Государственного совета Удмуртской республики Софья Ильфатовна Широбокова, заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики. председатель Совета депутатов муниципального образования Игринский район Александр Викторович Поздеев, Депутаты Игринского районного совета депутатов. почетные граждане Игринского района, Граждане, занесенные на республиканскую и районную доски почета по результатам работы 2016 годов. главы и депутаты муниципальных образований поселений Игринского района, Члены правления землячества «Игра». руководители и представители предприятий, учреждений и организаций района. Представители районных общественных организаций. На сцене глава Игринского района Татьяна Юрьевна Чуракова.
Уважаемый Александр Викторович, уважаемая Софья Ильфатовна, дорогие друзья, уважаемые депутаты районного совета депутатов, поселений Игринского района, руководители предприятий, сегодня мы проводим замечательный праздник государственности Удмуртии и народного единства. 4 ноября занимает особое место в российском историческом календаре знаменательных дат и событий. В этот день мы вспоминаем об историческом событии, народном подвиге, совершенном в 1612 году. 4 века назад люди разных национальностей и сословий, сплотившись в стремлении положить конец братоубийственной гражданской войне и смуте, освободили столицу нашего Отечества от иностранных захватчиков. С этого момента начинается возрождение российского государства, подъем экономики, расцвет культуры. Именно поэтому мы отмечаем День народного единства как день подлинного национального единения и согласия, который так необходим сегодня, когда Россия вновь испытывает сильнейшее внешнее давление. Для жителей Удмуртской республики 4-й день ноября знаменателен вдвойне. В этот день в 1920 году Совет народных комиссаров принял декрет об образовании Водской автономной области, что положило начало формированию государственности Удмуртии. За 96 лет государственности наша республика прошла славный путь развития и занимает достойное место в составе Российской Федерации. Каждое поколение жителей Удмуртии оставило свой добрый след в ее истории. Свою лепту в экономическое и социальное развитие Удмуртии и России внесли и жители Игринского района. В эти праздничные дни мы с благодарностью вспоминаем тех, кто создавал лесную и пищевую промышленность, кто был зачинателем нефтедобычи, кто добивался отличных результатов в сельском хозяйстве, тех, кто вдохновенно трудился, создавая интеллектуальный и духовный потенциал в учреждениях образования и культуры, кто стоял на страже здоровья людей, создавал спортивную славу района. Особая благодарность тем, кто с честью прошел через тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Ветераны и сегодня подают нам пример. Своими делами вдохновляют молодое поколение. Подтверждение тому деятельность ветеранской организации Игринского района, которой в этом году исполняется 35 лет. Закономерно, что решением районного совета депутатов руководителю нашей ветеранской организации Левтине Константиновне Сварыгиной присвоено почетное звание «Почетный гражданин Игринского района». Государственности Удмуртской республики по доброй традиции принято подводить итоги, отмечать тех, кто добился в текущем году самых выдающихся результатов. Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года показывают, что наш район сохраняет свои позиции в республике. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 13 миллиардов 287 миллионов рублей. Это второй результат среди сельских районов республики. Объем производства продукции наших товаропроизводителей без учета нефтедобывающей отрасли составил 116% уровня 2015 года. Хороших результатов добились предприятия всех форм собственности в пищевой отрасли. Увеличили производство продукции коллектива Игринского мясокомбината и Игринского молокозавода. В условиях жесткой конкуренции удается сохранить положительную динамику производства хлебобулочных изделий, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, цельномолочной продукции, сыра. Признанием вклада игринских пищевиков в развитие экономики является занесение на доску почета Игринского района коллектива цеха полуфабрикатов Игринского мясокомбината, мастер цеха Тетерина Анетта Эдуардовна. Не снижает темпы производства Факельский стеклозавод. Рост объема производства к уровню прошлого года составил 112%. Сохраняют свои позиции сельские труженики нашего района. Объем валовой продукции крупных сельскохозяйственных предприятий составил 699 миллионов рублей, или 104% к уровню 2015 года. За 9 месяцев текущего года валовое производство молока составило 19 тысяч тонн. Продуктивность коров за 9 месяцев составила 4915 килограммов. Это второй результат по Удмуртской республике. В общей копилке молока наибольший удельный вес занимают СПК «Чутырский», общество с ограниченной ответственностью «Зуринский агрокомплекс», СПК «Ленин-Сюрез». Давайте похлопаем. Удмуртской республики имя Скрябиной Татьяны Сергеевны, до недавнего времени работающей руководителем СПК «Чутырский», занесено на доску почета Удмуртской республики.
центральной молочно-товарной фермы Зуринского агрокомплекса занесен на доску почета Игринского района. Определяющим фактором поступательного развития экономики района в настоящее время становится малый и средний бизнес. В этом секторе трудится более 35% занятого населения района. Именно этими предприятиями в значительной степени обеспечен рост производства в пищевой промышленности. Отрадно отметить, что растет не только производственная активность, но и социальная ответственность представителей бизнеса. В 2016 году произошли заметные изменения в социальной сфере, улучшающие условия жизни наших сограждан. Началось строительство газопровода Играк-Бочевук-Зура с охватом всех прилегающих населенных пунктов. В год российского кино в Игринском доме дружбы народов открыт современный кинозал. Это стало возможным благодаря участию коллектива Дома дружбы народов в российском грантовом проекте. Значимым событием года также стало открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кабачкур. Важнейшим политическим событием года стали выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и депутатов представительных органов местного самоуправления. Для нашего района результаты выборов позитивны во всех отношениях. В Совету депутатов районного и поселенческого уровня избраны неравнодушные люди, нацеленные на созидательную работу. Самый главный итог прошедших выборов – нам удалось сохранить социально-политическую стабильность в районе, взаимное доверие и уважение. В этом проявилась гражданская зрелость жителей нашего района. Пользуясь случаем, я выражаю искреннюю благодарность всем участникам избирательного процесса, представителям политических партий, общественных объединений, членам избирательных комиссий за качественную работу. Впереди у нас с вами много дел, за которые нам необходимо будет браться всем вместе и решать также совместными усилиями. Это и корректировка пунктов программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, разработка и утверждение проекта бюджета на 2017 год и на плановый трехлетний период, поддержка и укрепление всех отраслей экономики и социальной сферы района, создание на муниципальном уровне программ и проектов софинансирования, существующих на региональном и федеральном уровне, и другие. В этот праздничный день обращаюсь со словами признательности к руководителям и представителям трудовых коллективов, общественных объединений, которые сегодня присутствуют на этом собрании. Благодаря вашему труду формируется положительный имидж района, создаются комфортные условия проживания всех жителей. Спасибо вам за взаимодействие и сотрудничество. Выражаю благодарность главе и правительству Удмуртской Республики, депутатам Государственного совета Удмуртской Республики, особенно Софье Рифатовне Широбоковой, Дмитрию Анатольевичу Литвину и Елене Михайловне Черковой, депутатам районного совета депутатов, главам и депутатам поселений за сотрудничество и помощь в реализации программы социально-экономического развития. Хочу выразить благодарность нашим главам, которые закончили свой срок после выборов, Валерию Александровичу Прохорову и Петру Ильичу Перевозчикову, потому что все те итоги, которые были в этом году, это пока еще их заслуга. Мы понимаем, что мы только начинаем работу. Сегодня на сессии Совета депутатов согласованы заместители главы администрации, и у нас все еще впереди. Я думаю, что мы тоже не уроним честь и совесть Игринского района и будем решать и развить его на том же уровне, а может быть еще лучше. Дорогие друзья, российский праздник День народного единства и День государственности Удмуртской Республики имеют глубокий символический смысл. Они показывают нам, что никакие трудности не могут сломить наш народ, если он объединен общей целью, если в каждом присутствует патриотическое чувство сопричастности к судьбам Отечества. От всей души поздравляю вас, ваши коллективы, ваших родных и близких с праздником. Желаю семейного благополучия, профессионального успеха, процветания и крепкого здоровья. Особая благодарность почетным гражданам Игринского района и ветеранам органов местного самоуправления. Удачи вам, успехов и крепкого здоровья. Всего самого доброго. С праздником! Дорогие друзья, примите поздравления от председателя Совета депутатов муниципального образования Игринский район Александра. Уважаемая Татьяна Юрьевна, Софья Рифатовна, уважаемые участники торжественного собрания. Разрешите мне от имени лица всех депутатов Игринского районного совета депутатов и с тебя лично поздравить вас с замечательным праздником – День единства и с Днем государственности Удмуртской Республики.
Два этих замечательных события объединены в одно общее, потому что у них одно начало, единство. Существует государство, есть единение. Недавно в нашей России празднуем с 2004 года данный праздник, но он имеет очень большое значение для нас, россиян, потому что под этим словом единство объединяются многие национальности, люди с разным вероисповеданием, разных политических взглядов. Он для нас нужен, он необходим, чтобы Россия наша и впредь вместе с нашей республикой, нашим районом процветала и цвела. У россиян есть замечательные духовно-нравственные ценности. Это патриотизм, солидарность, стремление к правде, справедливости. Испокон веков эти начинания объединяли людей, населявших Россию. И нам всегда удавалось отстоять достоинство непосредственно России и свободу. Волнуюсь, конечно, извините, но что хочу пожелать вам всем. Чтобы вот то слово «единство», оно всегда существовало с нами. Только в единстве народа всегда есть сила. И только в единстве есть у нас стремление к будущему и процветанию. От всего сердца желаю вам всем добра, счастья, удачи, успехов. Ванзе, ванзе, умызе. Дячла. На сцене образцовая хореографическая студия «Мечта».
край. Дорогие друзья, вас приветствует заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики Софья Эльфатовна Широбокова. Уважаемая Татьяна Юрьевна, уважаемые все участники сегодняшнего торжественного нашего мероприятия, уважаемый Александр Викторович, депутаты районного совета, главы поселений, депутаты сельских советов, я хотела бы тоже от имени руководства республики, главы республики Александра Васильевича Соловьева, от имени депутатов Государственного совета, от имени правительства, раз сегодня я одна представляю в нашем районе, как говорится, руководство республики, поздравить вас с этим замечательным праздником. Низкий вам поклон за тот вклад, который вносит Игринский район в развитие экономики республики и в развитие экономики Российской Федерации. Уважаемые почетные граждане, уважаемые ветераны, сегодня невозможно не вспомнить еще один праздник, который еще не назывался, это день 7 января, день революции, как мы говорили по-старому. Да, 7 ноября, я извиняюсь, день революции, потому что если бы не было вас, если не было бы той революции, неизвестно на каком этапе находилась бы Россия. Только в этом году труженики села России за счет экспорта зерна получили впервые за все годы больше прибыли, даже по сравнению с нефтяниками за продажу нефти. Это был перекрыт результат 2013 года, как говорится, до царского времени. И под руководством нашего главы государства Путина Владимира Владимировича Россия, несмотря на все трудности, несмотря на все санкции, уверенно идет вперед. И нам действительно остается то, чтобы поддерживать Россию, чтобы поддерживать республику, чтобы у нас была стабильность и мирное небо над головой. Очень тяжело смотреть хронику событий и в Ираке, и в Сирии тем более. И когда показывают наши горячие точки, тот же Дагестан, и представлять, что в мирное время гибнут люди. Действительно, очень хочется, чтобы Россия процветала, Россия стала свободной, чтобы развернула плечи и чтобы нам никто не указывал, чем нам заниматься, на кого смотреть. А смотреть надо вперед, как есть очень в татарском языке красивое слово «алга» вперед, а в удмуртском «ажлань». Так что, дорогие друзья, только вперед, к новым показателям, под руководством новой команды, новой старой, можно так выразиться, команды, потому что и Татьяна Юрьевна, и Александр Викторович давно работают в нашем районе, и я уверена, что с новыми заместителями главы администрации все получится, и уровень развития, уровень экономики, уровень бюджетной сферы будет еще только прирастать новыми успехами и новыми результатами. И спасибо той команде, которая в этом году передала спокойно, без всякой, как говорится, политической борьбы, эстафету вот как раз действующему руководству. Мне очень нравится, какой состав депутатов районного совета местного самоуправления выбрало наше население. Спасибо, что никто не продался, никто не пошел на какие-то там сговоры даже со своей совестью. Вот я говорю про депутатов Госдумы, то, что поддержал район, один из лучших результатов по Загребину. Хотела бы, пусть это сегодня и праздники, может не совсем к месту, но когда мы подводили итоги выборов в республике, Александр Васильевич сказал, к сожалению, кандидат Чулкин, даже те обязательства, которые брал как депутат Госсовета по городу Ижевску, по своему округу, ничего не выполнил. А если бы мы выбрали его на такую высокую высоту, что бы нам от него в этом будущем ждать? Я еще раз желаю всем присутствующим новых успехов, здоровья. Пусть у каждого в вашей семье все получается. Пусть у каждого в вашем коллективе все будет хорошо. И пусть будут у нас только слезы радости на наших глазах. С праздником, дорогие друзья! Всего-всего самого наилучшего!
надеюсь, что те люди, которым я сейчас вручу благодарственные письма, присутствуют в этом зале. Это одновременно и денежные сертификаты. Я приглашаю на сцену Надежду Серафимовну, руководителю ансамбля «Лилет» Среднешатбеговского СДК, и даю им 36 тысяч на приобретение баяна, которого они очень ждали. Если вдруг его нет, то кто-то подойдите, возьмите. Я приглашаю на сцену руководителей Игринского районного центра декоративно-прикладного искусства Наталью Валерьевну Злобину, и тоже передаю 60 тысяч на укрепление материально-технической базы этого центра, который всегда принимает наших гостей, очень много делает для развития культуры. И еще приглашаем на сцену Ларису Ивановну, это руководителя нашей Игоринской центральной библиотечной системы, тоже сертификат на 26 тысяч на подписку с сельским библиотекам, в том числе на местные издания. Софья Ивановна, мы просим вас остаться для церемонии награждения. Звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской республики» присваивается Владимиру Ксенофонтовичу Черкову, начальнику юридического отдела аппарата главы муниципального образования Совета депутатов администрации Игринского района. Дорогие друзья, я бы пригласила сюда Татьяну Юрьевну и Александра Викторовича. Я одна не справлюсь просто. За достигнутые трудовые успехи и в связи с празднованием Дня народного единства 96-й годовщины государственности Удмуртии почетная грамота правительства Удмуртской республики вручается Надежде Анатольевне Лекомцевой, главному специалисту-эксперту администрации муниципального образования Зуринская. Почетная грамота правительства Удмуртской республики вручается Любови Ипполитовне Ситниковой, ведущему бухгалтеру отдела учета отчетности аппарата главы муниципального образования Совета депутатов администрации Игринского района. За патриотическое воспитание молодежи и активную гражданскую позицию почетная грамота Государственного совета Удмуртской республики вручается Владимиру Анатольевичу Боголюбову, председателю Игринского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Почетная грамота Государственного совета Удмуртской республики вручается Алексею Витальевичу Мерзлякову, члену Игринского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». За вклад в становление и развитие внешней
Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики вручается Сергею Германовичу Прокошеву, начальнику отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования Игринский район. За многолетний добросовестный труд, заслуги в области финансового контроля и в связи с 20-летием Государственного контрольного комитета Удмуртии благодарность Государственного совета Удмуртской Республики выражается Галине Сергеевне Вишневской. За плодотворную депутатскую деятельность и активную гражданскую позицию благодарность Государственного совета Удмуртской Республики выражается Юрию Валентиновичу Митрофанову, главе муниципального образования Лазолюбское. Благодарность Государственного совета Удмуртской Республики выражается Вере Александровне Коробейниковой, главе муниципального образования Лазинское. Благодарность Государственного совета Удмуртской Республики выражается Ольге Михайловне Поздеевой, депутату Совета депутатов муниципального образования Кушьинская. Мы благодарим вас, Софья Ильфатовна, Александр Викторович, Татьяну Юрьевну, просим занять места в зале. Встречает день республика большой, и если песни звонкие звучат, то значит все преграды сокрушая, простор земли родной добром объят. Дорогие друзья, встречайте на сцене вокальный ансамбль «Карусель». Thank
Сегодня мы прославляем удмуртский народ. Мастера и таланты Удмуртии украшают нашу родину своими узорами. Нить к нити, стежка к стежке. Так умелыми руками, мудрыми словами, изящными звуками и виртуозными па на карте Удмуртии появляются узоры, которые, переплетаясь, рождают орнамент трудовой жизни. Для церемонии награждения мы приглашаем на сцену главу Игринского района Татьяну Юрьевну Чуракову И председателя районного совета депутатов Александра Викторовича Поздеева. Подружные аплодисменты, дорогие друзья. За достигнутые трудовые успехи и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Татьяна Борисовна Князева, ведущий экономист управления культуры администрации Игринского района. Почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Ирина Викторовна Кашина, главный специалист-эксперт администрации муниципального образования Факельская. Такой же грамотой награждается Алексей Николаевич Шкляев, депутат Совета депутатов муниципального образования Факельская. Почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Виктория Владимировна Широбокова, старший инспектор отдела пособий и компенсационных выплат Управления социальной защиты населения в Игринском районе. За достижение высоких спортивных результатов и активную пропаганду паралимпийского движения почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Жанна Васильевна Гринева, член сборной по велоспорту. За достижение высоких результатов по реализации государственной политики в области содействия занятости населения, а также в связи с 25-летием создания государственной службы занятости населения Удмуртской республики почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается коллектив Центра занятости населения Игринского района, директор Надежда Александровна Зайцева. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Жанна Витальевна Белых, главный специалист-эксперт, главный зоотехник Управления сельского хозяйства администрации Игринского района. За добросовестный труд, высокие производственные показатели и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Алевтина Николаевна Прозорова, технолог потребительского общества «Эгра». За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Андрей Иванович Дровосеков, руководитель группы механизации транспорта обособленного структурного
экономическое развитие Игринского района и в связи с Днем народного единства почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Екатерина Геннадьевна Широбокова, главный бухгалтер микрофинансовой организации «Целевой муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Игринского района. Почетной грамотой муниципального образования Игринский район награждается Елена Алексеевна Тронина, экономист микрофинансовой организации «Целевой муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Игринского района. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой администрации муниципального образования Игринский район награждается Нина Петровна Теплоухова, ведущий специалист группы распространения печати обособленного структурного подразделения Игринский почтамт. Почетной грамотой администрации Игринского района награждается Павел Станиславович Арасланов, почтальон 3-го класса отделения почтовой связи ИГРА-5 обособленного структурного подразделения Игринский почтамт. За добросовестный труд, ответственность, профессионализм и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой администрации муниципального образования Игринский район награждается Леонид Степанович Загребин, водитель администрации Игринский район. Почетной грамотой администрации Игринского района награждается Галина Николаевна Анисимова, фельдшер Новозябинского фельдшерско-акушерского пункта. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой администрации муниципального образования Игринский район награждается Светлана Анатольевна Черкова, бухгалтер муниципального казенного предприятия «Служба единого заказчика». Почетной грамотой администрации Игринского района награждается Михаил Владимирович Чувашов, разнорабочий ритуальной службы муниципального казенного предприятия «Служба единого заказчика». За добросовестный труд, ответственность и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой администрации муниципального образования Игринский район награждается Татьяна Владимировна Худык, секретарь учебной части Игринской средней общеобразовательной школы номер 2. Мы продолжим церемонию награждения через некоторое время. Спасибо, Татьяна Юрьевна, Александр Викторович. А на сцене встречайте народный ансамбль песни «Усталык».
ценнее богатства. Эту народную мудрость подтверждают те, кто стоял у истоков государственности Удмуртии, и те, кто продолжает создавать красоту и ценности для следующих поколений как в республике, так и в ее районах. Гражданин. В этом слове весомость, размах, высота. Тот достоин его, чья душа пред отчизной чиста. Почетный гражданин, не титул наследный, а гордое звание. В нем совесть и честь, и народа призвание. Сегодня в нашем зале присутствуют люди, которые в разные годы были удостоены высокого звания «Почетный гражданин Игринского района». Дорогие друзья, давайте выразим им свою признательность и благодарность. И эти аплодисменты в вашу честь. Николай Иванович Баскаков, Алексей Ильич Злобин, Анастасия Андреевна Селиванова, Мария Тимофеевна Жук, Софья Ильфатовна Широбокова, Зинаида Яковлевна Боткина, Федор Васильевич Раскопин, Евгений Кузьмич Сунцов, Таисия Петровна Клементьева, герой социалистического труда, Фаина Алексеевна Ускова, Николай Яковлевич Агафонцев, Аркадий Кириллович Афонин, Николай Петрович Феоктистов, Елизавета Федоровна Кондратьева, Геннадий Петрович Агафонов, Николай Сергеевич Стрелков, Алексей Федорович Шаповалов, Михаил Викентьевич Кокряков. Юрий Германович Васильев. Еще раз благодарим вас за ваши заслуги перед Отечеством. В наши дни общество выражает искренние слова благодарности тем, кто своим трудом делает наш район богаче и краше, вкладывает огромную энергию и творчество в реализацию эффективных социальных проектов. Алевтина Константиновна Зворыгина, председатель Игринской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, член Общественного совета муниципального образования Игринский район. Алевтина Константиновна возглавляет Игринскую общественную организацию ветеранов с 2004 года. На сегодняшний день эта организация является самой массовой в районе. Она объединяет почти 12 тысяч пенсионеров. В районе действует более 60 первичных организаций. В районный актив Совета ветеранов входит более 500 человек. Алевтина Константиновна совместно с Президиумом Совета ветеранов провела огромную работу в период подготовки празднования 70-летия Великой Победы. В рамках эстафеты альбома «Никто не забыт, ничто не забыто» проведено 48 встреч. Более 3000 тружеников тыла, учащихся, молодежи, представителей органов местного самоуправления приняли участие в этих встречах. Совет ветеранов, возглавляемый Алевтиной Константиновной, принимает самое активное участие как в районных, так и в республиканских мероприятиях. В 2015 году Игринская ветеранская организация заняла 2-е место в республиканском смотре-конкурсе ветеранских районных организаций. Во многом уважение и авторитет ветеранской организации нашего района – это результат организаторской деятельности Алевтины Константиновны, ее внимательного отношения к людям, взаимодействие с представителями власти и общественными структурами. Она награждена почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Была занесена на доску почета Удмуртской республики. Анна Кузьмовна Карепанова родилась 25 декабря 1922 года в деревне Парвай Игринского района. Оставшись в раннем детстве без родителей уже в 12 лет, сама зарабатывала на жизнь. С весны до поздней осени работала в поле, в лесу, на заготовке дров. Летом 1942 года принимала участие в строительстве железной дороги Ижевск-Болезино, а затем была отправлена в Ижевск на строительство аэродрома. В начале декабря 1942 года Анну Кузьмовну призвали в армию, где она служила вначале в Мурманске, а затем на побережье Польского залива. В 1945 году Анне Кузьмовне было присвоено звание ефрейтора. Через год была награждена
значком «Отличник ПВО» за своевременное и правильное опознание советских и немецких самолетов. Она также была награждена орденом Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями и медалью «Ветеран Карельского фронта». Демобилизовавшись после войны, она до преклонных лет трудилась в колхозе «Россия». Анна Кузьмовна – это человек с активной жизненной позицией. Все ее стремления были направлены на сохранение духовного наследия старшего поколения и патриотическое воспитание молодежи. Для вручения свидетельства почетного гражданина Игринского района мы приглашаем на сцену главу Игринского района Татьяну Юрьевну Чуракову и председателя Совета депутатов муниципального образования Игринский район Александра Викторовича Поздеева. Свидетельство почетного гражданина Игринского района вручается Алевтине Константиновне Зварыгиной. Почетного гражданина Игринского района вручается Анне Кузьмовне Карепановой. Дружные аплодисменты, дорогие друзья! Анне Кузьмовне 94 года. Такая женщина, дай Бог каждому быть таким же адекватным, таким же физическим здоровьем, какой является Анна Кузьмовна. Я очень рада в нашем почетном граждан до слез за Алевтину Константиновну Зварыгину. Это первый помощник во всех делах. Я за Анну Кузьмовну Карепанову, которая совсем недавно, когда мы поздравляли с 90-летием, говорила, как я плакала, когда меня отправляли на фронт. Говорила, за что мне это? Почему меня? Почему не другого? Но все, кто был с ней рядом, все ее подруги уже давно умерли, а Анна Кузьмовна жива, и я думаю, что будет жить еще до 100 лет, как мы. Александр Викторович, мы просим вас вернуться. Дорогие друзья, продолжая давнюю традицию, сегодня мы в этом зале приветствуем и тех, кто отличился наиболее яркими производственными, научными и творческими достижениями, активной гражданской позицией и стремлением принести как можно больше пользы республике и России.
На основании указа главы Удмуртской Республики от 6 октября 2016 года номер 191 о занесении на доску почета Удмуртской Республики занести на республиканскую доску почета Татьяну Сергеевну Скрябину, председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Чутырский». Татьяна Сергеевна, не уходите для общего фото. Останьтесь, пожалуйста, на сцене. На основании указа главы Удмуртской Республики о занесении на доску почета Удмуртской Республики занести на республиканскую доску почета Александра Рафаиловича Волкова, заместителя начальника отдела охраны объектов животного мира, управления охраны, мониторинга объектов животного мира и среды их обитания, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Пожалуйста, фото на память для истории. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Александр Мы Викторович. вновь берем небольшую паузу в нашем торжественном собрании. Еще раз поздравим аплодисментами всех награжденных. И объявим, что на сцене лауреаты первой степени Всероссийского фестиваля конкурса исполнителей народной песни «Голоса России» имени Ольги Воронец в городе Смоленске Дмитрий и Лия Лекомцевы.
Викторовича. На основании ходатайств руководителей предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений Игринского района, учитывая производственные и творческие показатели в 2016 году, Президиум Совета депутатов муниципального образования Игринский район постановляет занести на доску почета Игринского района коллектив столовой номер 1, поселок Игра, потребительского общества Игра, заведующая Каракулова Валентина Аркадьевна. Президиум Совета депутатов муниципального образования Игринский район постановляет занести на доску почета Игринского района коллектив цеха полуфабрикатов общества с ограниченной ответственностью Игринский мясокомбинат, мастер цеха Анетта Эдуардовна Тетерина. Занести на доску почета Игринского района коллектив Центральной молочно-товарной фермы общества с ограниченной ответственностью Зуринский агрокомплекс, заведующая Карепанова Ольга Геннадьевна. Учитывая производственные и творческие показатели, в 2016 году Президиум Совета депутатов муниципального образования Игринский район постановляет занести на доску почета Игринского района Валентину Леонтьевну Ускову, председателя ветеранской организации СПК «Ленин Шурес». Также занести на доску почета Игринского района Алексея Витальевича Мерзлякова, заместителя председателя Игринского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Президиум Совета депутатов Игринского района постановляет занести на доску почета района Сергея Серафимовича Карепанова, заместителя начальника склада по хранению материальных и технических средств дорожной службы войсковой части 58-661. Занести на доску почета Игринского района Надежду Геннадьевну Наговицыну, директора Игринской детской школы искусств номер 1. Татьяну Александровну Кудреву, социального работника отделения социального обслуживания на дому комплексного центра социального обслуживания населения Игринского района. Также Семена Ивановича Широбокова, инженера по охране и защите леса Государственного казенного учреждения Удмуртской Республики Игринское лесничество. Ольгу Ивановну Полину, ведущего технолога цеха по добыче нефти и газа номер 3, Управление добычи нефти и газа открытого акционерного общества «Удмуртнефть». Также Елену Вениаминовну Ившину, старшего кладовщика Игринского участка Глазовского филиала открытого акционерного общества «Удмурт-Автотранс». Наталью Юрьевну Герасимову, мастера производственного обучения Игринского политехнического техникума. Президиум районного совета депутатов постановляет занести на доску почета Игринского района Елену Федоровну Толченицыну, учителя русского языка и литературы Игринской средней школы номер 4. Занести на доску
почета Игринского района Людмилу Арефину Апарину, старшего менеджера открытого акционерного общества «Комета». Люцию Аркадьевну Ившину, специалиста-эксперта финансово-экономической группы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Игринском районе. Занести на доску почета Игринского района Светлану Георгиевну Карепанову, начальника отдела трудоустройства и спецпрограмм Центра занятости населения Игринского района. Занести на доску почета Елену Борисовну Русских, интеллектуального предпринимателя. Занести на доску почета Игринского района Сергея Аркадьевича Карепанова, машиниста-погрузчика Игринского ремонтно-строительного участка Ершов-Бодинского дорожного управления государственного унитарного предприятия «Удмурт-Автодор». Президиум районного совета депутатов постановляет занести на доску почета Елену Николаевну Леконцеву, заведующую инфекционным отделением, врача-инфекциониста Игринской районной больницы Министерства здравоохранения Удмуртской республики. Занести на доску почета Игринского района Веру Федотовну Загребину, кассира общества с ограниченной ответственностью «Водоканал». Любовь Викторовну Ардашеву, оператора машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Мужбер». Анатолия Ардалионовича Леконцева, тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Родина». Алексея Аркадьевича Федорова, тракториста-машиниста СПК «Заря». Марину Владимировну Потемкину, ведущего бухгалтера обособленного структурного подразделения «Игринский почтамт». Олега Васильевича Васильева, фрезеровщика ремонтно-механического цеха общества с ограниченной ответственностью «Факел». Занести на доску почета Александра Сергеевича Перевозчикова, механика гаража общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб». А теперь, пожалуйста, фото для истории. Под общие дружные аплодисменты всех сидящих в зрительном зале.
минуточку. Подружные аплодисменты, дорогие друзья. И под общие аплодисменты мы просим всех награжденных, а также Татьяну Юрьевну, Александра Викторовича занять почетные места в зрительном зале. Дорогие друзья, как многие из вас знают, недавно в городе Ижевске состоялся очередной республиканский конкурс удмуртской песни «Ильку на видении», на котором наш район представляли вокальный ансамбль «Игринские девчата» и Владимир Князев. И сейчас мы с удовольствием представляем вам выступление финалистов ежегодного республиканского песенного конкурса «Ильку на видении-2016», вокальный ансамбль «Игринские девчата», автор песни, которую они исполнят, Денис Черков. На сцене театр моды «Питеран».
народности. И он является неотъемлемой частью государственного праздника страны – Дня народного единства. День народного единства символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Он призван напомнить, что мы, жители России, люди разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий, являемся единым народом с общими корнями и общим будущим. В День единства будем рядом, будем вместе навсегда. Все народности России в дальних селах и городах. Мы говорим на разных языках и разные молитвы произносим, но веру, что живет в наших сердцах, мы сквозь года с надеждой проносим. Встречайте на сцене вокальный ансамбль «Я плюс ты».
Зато из печки нас ждет давай. Я так не знаю, кто такая Водянова. У нас есть бабушки из Буранова. Санта-Клаус, давай, гудбай, только не красная дома. Камочка, это наше море. Ударбай, это наша история. Калашников знал, Камница, Краска, это наша супер столица. Солнце светит, плывут облака. Удмуртия, это супер республика. Моей страны родные просторы, березки стройные и реки, и поля. Одной семьей веками жили мы в России, Удмуртия для нас родимая земля. Дорогие друзья, мы еще раз поздравляем вас с праздником! Да здравствует наша многонациональная республика Удмуртия! Цвети и процветай! Моя страна!